Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах. ЦСИ обсудили значимость международного признания независимости Абхазии и Российской Федерации. Продолжается рассмотрение дела по тройному убийству. В зал суда был возвращен подсудимый Беслан Бганба. Премьеры, гастроли и планы Русдрама. Состоялась пресс-конференция генерального директора Ираклия Хильпа. Президент Абхазии Аслан Бжаня, находящийся в Москве с рабочей поездкой, встретился с руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым. Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждались возможности применения российских технологий в налоговом администрировании. Перспективы развития Абхазии обсудили в Центре социально-экономических исследований. Мероприятие было приурочено к 15-летию международного признания независимости нашей страны Российской Федерации. Участники встречи, историки, ученые и общественные деятели вспомнили, в каких условиях это происходило, обсудили значимость события и перспективы расширения международного признания. Все подробности в репортаже Лауры Капш. 26 августа 2008 года в 15 часов по московскому времени к гражданам России обратился президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и Абхазии. С этих слов Дмитрия Медведева начался новый этап государственности Абхазии на пути к ее международному признанию. В каких условиях это происходило? Что мы имеем сегодня, спустя 15 лет? И каковы перспективы расширения международного признания? Главные темы круглого стола. США не могут мириться с конкурентоспособными странами. Когда же их операция на Южном Кавказе была сорвана Россией, они вновь спустя 6 лет объявили ей войну, но уже через Украину. Нетрудно здесь заметить, что по своей сути СВО является продолжением той войны, которую вели и ведут, и будут вести Соединенные Штаты Америки против России. Нетрудно также заметить и то, что все такие операции организовываются и проводятся по одному и тому же сценарию, преследуют одну и ту же цель – укрепление однополярного мира во главе с Соединенными Штатами Америки. При таких геополитических условиях России приходилось и приходится еще сегодня отвечать на вызовы США. Только будучи в конструктивной взаимосвязи с Россией, Абхазия может рассчитывать на перспективу, которая может быть реализована при определенных условиях, принятых сторонами. Однако такая задача является отнюдь не из легких, отметил Олег Домения. Впервые в нашей истории за последние столетия мы получили возможность самому определять внутреннюю и внешнюю политику страны, самому избирать руководство страны. Раньше мы с вами хорошо помним, в советское время, конечно, руководство Абхазии избиралось где-то в другом месте, в Тбилиси или еще как-то. А впервые сейчас это признание как раз и дает нам возможность избирать, формировать свое руководство самим. Секретарь Совета Безопасности, доктор исторических наук Сергей Шамба отметил, что сегодня мы живем в эпоху перемен. Впервые тогда, еще 8 августа, Россия показала, что за свои коренные интересы она готова применить и силу. Это после целого ряда лет, когда Россия теряла и теряла свои позиции на мировой арене, и появился гегемон единственный, Соединенные Штаты Америки. Это был первый такой жест, где Россия продемонстрировала, что она уже не даст
ступить к красной черте. Если до 2008 года главной угрозой и опасением в обществе было вторжение грузинских войск, то после признания независимости и тех договоров, которые существуют между Абхазией и Россией, эти опасения отступили далеко на задний план, подчеркнул Сергей Шамба. Все вы прекрасно знаете, что нам стоило все эти годы до признания охранять границу, отправлять туда людей, ротацию эту совершать, сколько потерь было, эти диверсанты, террористы и так далее. Главная проблема и опасение общества было это новая война, вторжение с Грузией. Все остальные отступали на задний план. А после признания совершенно другая ситуация. И самое главное, что у нас есть вот этот союз с Россией. Конечно, и армия не та сегодня, и мы не те, может быть, и какие-то возможности лучше есть, больше. Но мы не можем никогда создать армию, состоящую из 1,5 миллиона человек, из 1 миллиона, даже из 500 тысяч. Нас просто количество... Да, поэтому мы должны иными путями защищать себя, свою независимость. Для этого есть углубление, усиление отношений с Россией, единственным гарантом нашей безопасности на этой планете. Сколько бы государств еще нас не признало, вы понимаете сами без меня, что единственным гарантом нашей безопасности может оказаться только Россия. Вот цифру назвали, какую, значит, 110 миллиардов в течение этих 15 лет, значит, Россия вложила в Абхазию. Вы только подумайте, это огромные деньги, 110 миллиардов. Это деньги, заработанные российскими налогоплательщиками, из бюджета российского пошло на укрепление Абхазии. Рациональное использование этих средств, которые в какие-то годы будут поступать, для нас имеет важнейшее значение. Ведь наступит момент, когда этой помощи не будет. Это будет. То есть мы должны готовиться к самообеспечению, к тому, чтобы самостоятельно могли мы жить. Признание независимости – это была вековая мечта абхазского народа. И, конечно же, данное событие открыло новую эпоху в жизни страны. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, в которой находится мир, завтрашний день даже прогнозировать трудно, не то, что там какие-то 10-15 лет взять вперед, там, подумать о том, что там произойдет, и предсказать точно, что будет, очень трудно. Но что мы должны делать, это можно об этом говорить, наверное. Я думаю, что вот эти вещи, из которых состоит, значит, развитие государства, это экономика, это политика, культура, внешнее воздействие и человеческий фактор, который мы обычно называем демографией. Вот эти вещи, конечно, много еще других вещей, но вот это самые главные вещи. Я хочу напомнить одну вещь. Когда вообще пошли первые потоки финансовой помощи, мне вспоминаются слова Владимира Владимировича Путина о том, что мы должны помочь Абхазии, мы должны помочь ее социальной сфере, развитию образования, культуры, дорожной инфраструктуры. И не в последнюю очередь, а может быть и в первую очередь еще и потому, что сюда будут приезжать российские туристы, российские отдыхающие, а вот высвобождающиеся средства необходимо направлять на развитие реального сектора экономики. Вот, честно говоря, с этим, мне кажется, что мы пока не очень хорошо с этой задачей справились. Безусловно, нам очень сложно без российской финансовой помощи. Я согласна, Сократ Радчевич правильно сказал, она постепенно будет сокращаться, и она будет сокращаться, кстати, из 2024 года. Я просила интервью в Минфине, мне сказали, дадим, и мы уверены в том, что мы сможем, если будет прекращаться софинансирование каких-то бюджетных статей, то мы справимся с этим. Формат круглого стола был свободным. Участники выступили с докладами, а также высказали свое видение перспектив развития Абхазии. Лаура Капшира, Мукамке, Абхазское телевидение. В статье для аргументов и фактов, приуроченной к 15-летию войны в Южной Осетии в 2008 году, Дмитрий Медведев высказал мнение о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к России и подчеркнул, если на то возникнут веские причины. России не нужно повторение истории 2008 года, и она по-прежнему готова решать проблемы за столом переговоров. Однако, если у обеспокоенности Москвы возникнут реальные очертания, то российские власти медлить не станут, заявил зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации
Федерации Дмитрий Медведев. Высказывание Дмитрия Медведева прокомментировал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. Сейчас, накануне 15-летнего признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации, много вопросов возникает, много публикаций на эту тему и интервью. И на днях намечается в Москве встреча нашего президента Аслана Георгиевича Бжани с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который в 2008 году, 26 августа, совершил такой политический подвиг, признав независимость Абхазии. Это было, как он сам говорил впоследствии в своем интервью, самое сложное решение в его жизни. На самом деле это был вызов всему западному миру. В своем заявлении о признании независимости Абхазии Дмитрий Анатольевич как раз ссылался и на волеизъявление народа Абхазии и Южной Осетии. Вот. И сейчас вот в своем заявлении, в своем интервью, о котором сейчас мы говорим, там тоже говорится о том, что Россия и сейчас готова выполнять свои обязательства, и признание независимости Абхазии дало ведь нам надежды на нашу безопасность. И вот в момент этого признания были подписаны 200 договоров между нашими странами, которые дают нам гарантии нашей безопасности. Если до 2008 года главные угрозы в обществе оценивались как возможность вторжения грузинских войск, это было главное первое опасение в нашем обществе. И сколько людей гибло от рук диверсантов и террористов в Гальском районе, особенно мы хорошо это помним. Террористические акты совершались и на другой территории Абхазии, вплоть до Пицунды, бывали такие случаи. То после признания и тех договоров, которые между нами существуют, вот прекратилось все это, и опасения общества о начале новой войны с Грузией отступили далеко на задний план. Что касается этого заявления, там больше всего людей беспокоит момент, где говорится о том, что в абхазском и осетинском обществе существуют большие надежды на то, что Абхазия может стать частью Российской Федерации. Ну, в этом есть истина определенная, ведь мы знаем, что народ Южной Осетии уже неоднократно ставил вопрос о вхождении в Российскую Федерацию. Это логический путь его политического развития. Мы уверены, что когда-нибудь это произойдет, воссоединение Северной Осетии, Южной Осетии, осетинского народа единого. А что касается Абхазии, здесь разные пути. У нас и законодательство, и Конституция наша не позволяет вообще обсуждать даже этот вопрос. И нет таких политических сил, которые это обсуждают. Да, мы готовы выстраивать с Россией, с Южной Осетией какие-то более тесные формы взаимоотношений. Мы в течение всех этих лет, как я уже сказал, идем по пути вот такой гармонизации нашего законодательства и более тесных отношений, но при этом никакого разговора об утрате нашего суверенитета, независимости быть не может, конечно. Надо особенно отметить, что в своем заявлении, как раз в конце его, Дмитрий Анатольевич сказал о том, что это возможно, если возникнут соответствующие обстоятельства. Но у нас таких обстоятельств не возникло, а в Южной Осетии такие обстоятельства возникли и еще могут возникнуть. Ничего неправильно в этих словах, которые были высказаны Дмитрием Анатольевичем, я не вижу. И никаких опасений в связи с этим мы не ощущаем. Мы знаем, что даже волеизъявление народа Южной Осетии выражено в референдумах, и то не было принято Россией. Она по каким-то своим причинам не может пойти на то, чтобы
интегрировать Южную Осетию в состав Российской Федерации, не говорю уже об Абхазии. Так что эти опасения, как я вижу, не имеют особо никакой почвы. Тем более, что Россия всегда, мы видели, начиная с Крыма, действует так, что опирается на волеизъявление народа, на референдумы. В сложную эпоху, в эпоху серьезных перемен, потому что вот с распадом биполярной системы, после распада Советского Союза, вот до сегодняшнего дня идет переустройство, происходит мировой системы. Какое-то время в мире остался единственный гегемон, это Соединенные Штаты Америки, но сегодня уже мы видим, что брошен вызов этому единоличному такому гегемонизму, и выстраивается новый мировой порядок, которым будет, скорее всего, не один центр влияния. Это будет, скорее всего, многополярный мир, за который борются Россия и Китай. Но в этой борьбе за переустройство мировой системы всегда бывают очень опасные ситуации, когда происходили такие процессы в мире прежде, это всегда приводило к каким-то глобальным потрясениям, мировым войнам. И сейчас вот мы видим, как вот с 90-х годов эта ситуация развивается. Сегодня уже дошла до такого крупного вооруженного противостояния двух мировых сил. Это Российской Федерации и вообще блоком НАТО. На Украине это происходит. Мы не знаем, как дальше еще будут развиваться эти события. Может быть, они еще не достигли своей кульминации. Поэтому в этой ситуации нам нужно выбрать правильный вектор своего развития, правильную тактику, правильную стратегию. Вот наша трагедия, которая произошла в XIX веке, она как раз из-за этого и произошла, когда мировые державы, такие как Османская империя, Российская империя, выясняли отношения. В нашем народе не было единства, не было единого лидера, способного объединить нацию. Часть абхазского общества была за турков, часть была за русских, часть была против друг друга, против всех. Вот это все привело к той большой трагедии, которая случилась в XIX веке. Сегодня может произойти такое, поэтому от нашего руководства, от нашего общества, всего нашего народа требуется сейчас осторожность, взвешенность, трезвость суждений и действий. Главной причиной для вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав России является волеизъявление граждан республик, заявил Газета.ру первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Главной веской причиной вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав России является волеизъявление местного населения. «Я бы в этом вопросе проявил некоторую скромность», — сказал он. Затулин уточнил, что время проведения специальной военной операции не является привлекательным моментом для обсуждения идеи вхождения республик в состав России, а основные проблемы с Абхазией и Южной Осетией связаны с неумелым выстраиванием отношений. Если у вхождения Южной Осетии в состав России много сторонников в самой республике, то идея вхождения Абхазии в Россию далеко не пользуется такой популярностью. Если в чем-то мы видим проблемы, так это в неумелом собственном поведении и выстраивании отношений в конкретных ошибках на пути всеобъемлющего сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, пояснил он. Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджира в Сухуми, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии. На прошедшем заседании в зал суда был возвращен подсудимый Беслан Бганба, ранее исключенный за нарушение им процессуального порядка. Также сторона защиты заявила ряд ходатайств, в том числе о приобщении к материалам дела заключения эксперта компании «Аквафон», касающегося детализации звонков подсудимых. Из зала суда репортаж Рады Чичава.
Очередное судебное заседание по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров началось соглашение председательствующей судьей Майи Квицини коллегиального решения о допуске в зал суда подсудимого Беслана Бганба, который ранее был удален за нарушение процессуального порядка. Определением судебной коллегии Верховного суда от 31 января 2023 года подсудимый Бганба Беслан Тотович был удален из зала суда до прений сторон. Мера воздействия в виде удаления из зала суда к настоящему времени судом признаются достаточными, и в связи с чем судебная коллегия считает возможным продолжить судебное следствие с участием подсудимого Бганба с допуском его в зал судебного заседания. Было решено продолжить судебное заседание в присутствии подсудимого Бганба. После того, как конвойная служба доставила подсудимого в зал суда, судья Майя Квицини уведомила Беслана Бганба, что у него есть право ознакомиться с данными ранее показаниями свидетелей и подсудимых. Адвокат Марина Таня ходатайствовала о предоставлении протоколов допросов, при которых ее подзащитный отсутствовал, и сообщила коллегии судей, что Беслан Бганба будет готов дать показания на следующем заседании. Бганба Беслан Тотович желает давать показания суду по существу дела, по всем статьям, по которым он обвиняется. Однако же закон это позволяет, прямо указано. Ему необходимо ознакомиться с протоколами допроса подсудимых. После того, как будет предоставлены данные протокола, после консультации с защитой мы через неделю готовы дать вам показания. Далее адвокат Автандил Чкадуа ходатайствовал об изменении порядка представления доказательств и о допросе эксперта Мирамира Давыдова, чье заключение касательно следов на теле Беслана Бганба ранее было приобщено к материалам дела. И здесь возникали очень такие вопросы и у стороны обвинения, хотя у стороны защиты все понятно. В связи с этим мы хотели допросить по заключению самого эксперта, который находится в коридоре, ожидает вызова для выяснения тех вопросов, допустим, которые ставились прокурором на ответ на первый, на второй, на третий поставленные вопросы эксперту. В связи с этим ходатайством о его допросе. Заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба отметил, что он изначально возражал против назначения данной экспертизы и, ссылаясь на статью Уголовно-процессуального кодекса, выступил против удовлетворения ходатайства стороны защиты. Вообще эта экспертиза проведена незаконно, с самого начала, даже не вдаваясь в те обсуждения и детали, которые здесь были озвучены моими коллегами и обсуждались. В статье 282 Уголовно-процессуального кодекса говорится только, и действительно имеется такая мера, как допрос эксперта, но только лишь по тому заключению, которое дано в рамках уголовного дела. В качестве свидетеля он тоже не может быть допрошен, потому что та же статья 56 того же кодекса говорит о том, что кто такой свидетель вообще? Он – это лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу, как там прописано, и имеющие значение для хода следствия. Поэтому ни в статусе эксперта, ни в статусе свидетеля Мирамир Давыдов здесь допрошен быть не может. Я прошу данное ходатайство отклонить. Адвокат потерпевшей стороны Инга Габилая также выступила против удовлетворения данного ходатайства. Наша оценка уже на предыдущем судебном заседании была дана. Мы сообщили о том, что категорически никаких выводов и исследований данное лицо не проводило. Ему не был представлен как сам Бганба, не было представлено ни одно вещественное доказательство. По каким материалам уголовного дела он проводил исследование, также непонятно. В последующем вам давать оценку. Никаких вопросов фактически по данному заключению у нас нет. Адвокат Марина Таня, в свою очередь, парировала, что сторона защиты, согласно законодательству, имеет право на привлечение специалистов. Есть еще статья 282, пункт 8, там четко тоже написано, когда, заключение оглашен, по ходатайству специалиста приглашают при возникновении вопросов по оглашенному заключению. Что было сделано? Данное заключение специалиста, оно приобщено вашим определением. Теперь у нас есть специалист, он находится за дверью, и у нас есть пара вопросов. Мы предполагали, что у оппонирующей стороны уйма вопросов. Если у них нет и желания его допросить и опросить, и задать ряд вопросов, то у защиты есть. Позвольте нам удовлетворить данное ходатайство.
Судебная коллегия, совещаясь на месте, вынесла решение в ходатайстве стороне защиты отказать. Ввиду несоответствия заключения специалиста за номером 2/2023 от 25 июля 2023 года как несоответствующие требованиям статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса и Закона Республики Абхазия о государственной экспертной деятельности. Далее адвокат Марина Таня заявила ходатайство на приобщение к материалам дела ответа компании «Аквафон» на адвокатский запрос. Огласил суду официальный ответ компании, в котором 27 вопросов, адвокат Игорь Скнарин. Первый вопрос. Какие типы базовых станций установлены на территории Республики Абхазия? Перечисляются 2G, 3G, LTE. 3 вида базовых станций. Второй вопрос. Какие типы базовых станций установлены на территории города Сухум? Ответ. 2G, 3G, LTE. Третий вопрос. Радиус покрытия данных базовых станций. Ответ. От 300 метров до 30 километров. Четвертый вопрос. От каких параметров зависит зона покрытия каждой базовой станции? Ответ. Частота, мощность, параметры АФУ, коэффициент усиления механической и электрические углы, логические настройки. Пятый вопрос. Какое в среднем расстояние между вышками сотовой связи на территории населенного пункта, в частности города Сухум? Ответ. От 300 метров до 1,5 километров. Шестой вопрос. Могут ли такие факторы, как пересеченность местности, переотражение от зданий, положение базовых станций, количество работающих в настоящий момент телефонов в соте, размер соты, в которой находится абонент, повлиять на точность определения местонахождения? Ответ. Да, могут. Седьмой вопрос. Сколько базовых станций необходимо для точного определения местоположения абонента? Ответ. От 3 базовых станций, в скобках метод триангуляции. Комплексом для точного определения местоположения абонента ЗАО «Аквафон GSM» не располагает. Подсудимый Дату Ахалая пояснил суду, почему считает важным приобщение приведенных данных к материалам дела. То, что прокуратура представляла как доказательство, 22 ноября 2019 году 15:32, 15 часов 32 минуты, Сухум вокзал показывает базовая станция, мой номер телефона, и они от себя же добавляют, что Сухум вокзал вблизи сожженной машины, депо. Это они уже от себя добавляют. Я Георгиевне попросил, поехала, посмотрела, где машина была сожженная и где вокзал. Минимум 1,5 километра. Руслан Тыркба ответил на заявление подсудимого Ахалая, отметив, что речь идет о 2 разных базовых станциях. Вокзал-депо – это как место определенное, как место сожжения автомашин. Базовые станции есть вокзал и вокзал-депо. Это разные базовые станции. Вот на это хотел бы обратить внимание. А то, что мы говорим за 22 число, то мы говорим именно о базовой станции вокзал-депо. Она у нас детализация определяется именно вот с такой расшифровкой. Поэтому это вокзал есть, но и вокзал-депо есть. Хотел бы на это ваше внимание тоже обратить. Коллегия судей, совещаясь на месте, постановила экспертный ответ компании «Аквафон» приобщить к материалам дела. Далее адвокат Марина Таня ходатайствовала о приобщении к материалам дела официального ответа управления ГАИ МВД на адвокатский запрос о том, была ли зарегистрирована машина Honda Accord на Жанну Шенкау. Первичная регистрация на данную гражданку была осуществлена 17 октября 2016 года. В последующем 11 ноября 2016 года была заменена госномерной знак. Зафиксировано 28.10, то есть 28 октября 2019 года изменение собственника на гражданина Габелия. А 29 апреля 2021 года она была изменение собственника на Автотур-21. Это вот я хочу, чтобы заявляю данное ходатайство для приобщения данного документа как доказательство того, что в действительности с 28 октября 2019 года данная машина находилась в собственности другого лица, не Жанна Шенкау, а с
16 года, 17 октября, находилась в ее собственности. Судом было решено приобщить документ к материалам дела. Следующее заседание состоится 30 августа. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Минздрав Абхазии усилил медицинскую службу Гудаутской ЦРБ новым автомобилем скорой помощи. Машина передана в рамках оснащения постов медицинской скорой помощи на республиканской трассе. Как только на КПП Мюссера будет оборудован пост, спецавтомобиль будет передислоцирован к месту назначения. Машина скорой помощи новая передается в управление Гудаутской центральной районной больницы. Ситуация очень тревожная по дорожно-транспортным происшествиям именно в Гудаутском районе, поэтому эта машина будет востребована. Это первый этап о том, что мы говорили о постах скорой медицинской помощи. Сегодня автомобиль передается в Гудаутской ЦРБ. Как только будет установлен пост на посту Мюссера, следующим этапом эта машина будет передислоцирована на КПП Мюссера. Поэтому я думаю, что сегодня такой автомобиль с таким оснащением, он послужит всем, кому нужна эта помощь в данном районе. Потребность всегда есть, тем более в новом автомобиле. Наши остальные машины, они с повышенной нагрузкой работали во время ковида и сейчас не стоят. Тоже там износ идет, физическая усталость оборудования. Конечно, сейчас, кстати, новый автомобиль. Много больных, нагрузка летняя большая, скорая помощь с повышенной нагрузкой работает. Конечно, ДТП тоже случаев больше становится во время летнего сезона. И приходится реагировать. И для комфортной транспортировки пациента, наверное, автомобили, чем он новее, тем комфортнее больному. В Русдраме завершается 42-й театральный сезон. Искандеровцы живут в плотном рабочем графике, практически без выходных. Например, 23 августа они отыграли 210-й спектакль в этом году. На сцену приходится выходить каждый день, а иногда и по 2 раза. Генеральный директор театра Ираклий Хиндба провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги сезона. О премьерах, гастролях и планах Русдрама расскажет Гугуца Вардания. Премьера за премьерой, и вот на афишах не помещается количество названий спектаклей, а в месяце не хватает календарных дней, чтобы отыграть все постановки. Отовсюду сыплются приглашения на международные конкурсы и на лучшие театральные подмостки. Так сейчас живет Государственный русский театр драмы имени Фазилия Искандера. В этом заслуга его нынешнего руководителя Ираклия Хиндба, который четко понимает, какие задачи сегодня стоят перед театром. Театр должен опережать реальность, он должен подтягивать ее до определенного уровня, он должен помогать обществу развиваться, совершенствоваться, избавляться от дикости, избавляться от бескультурия, избавляться от пренебрежения к закону, от вседозволенности. Именно театр может быть таким инструментом, потому что театр по степени воздействия на общественное сознание во многом не знает себе равных. В новом ритме русский драматический театр живет уже 7 лет. Русдрам работает практически без выходных. Спектакли идут каждый день, а иногда и 2 раза в день. С жестким графиком искандеровцы справляются. А главное, всегда с аншлагом. 23 августа актеры сыграли 210-й спектакль 42-го театрального сезона. Им стал рассказ Мула Старого Хапуга. Кстати, спектакль на сцене Русдрама показывали уже 27 раз. Спектаклю чуть больше года. Он 27 раз сыгран. Вот, скажем, спектакль «Мама» позавчера мы играли. За год 18 раз сыгран. Всегда все продано. И, кстати, прекрасно этот спектакль сегодня идет. И один из моих любимых спектаклей в нашем театре. Гастрольный график искандеровцев в последние годы очень плотный. Сегодня Русдрам приглашает на лучшие театральные сцены за пределами страны. В этом году актеры театра сыграли 5 спектаклей на театральных подмостках Москвы при поддержке руководителя московской абхазской диаспоры Беслана Агрба. Затем труппа сразу отправилась в Санкт-Петербург. Сразу после Москвы мы оказались в Санкт-Петербурге. Сыграли там 3 спектакля на фестивале в театре «Балтийский дом», где никогда вообще ни один театр не играл больше 1 спектакля на этом фестивале. Мы удостоились чести сыграть 3 спектакля: «Красавец-мужчина», «Софичка», «Радость вопреки всему». С сумасшедшим успехом. Там
Спектакль «Радость вопреки всему» увидел директор театра «Мастерская» и пригласил нас на фестиваль театра «Мастерская» в Санкт-Петербурге с этим спектаклем в ноябре. Далее искандеровцы отправились в Архангельск, Горный Алтай, Набережные Челны, Новокузнецк. Одна из самых запоминающихся оваций была в Новокузнецке, в одном из самых красивых театров России, поделился Ираклий Хиндба. Мне директор театра говорит: знаете, мы переживаем, вот в зал пришли семьи работников заводов, там, это, металлургических комбинатов и так далее. Такие, рабочий класс пришел в зал. Знаете, овация, которая была после этого спектакля, сравнима, наверное, когда команда побеждает на чемпионате мира по футболу или где-нибудь. Вот такая была овация после этого спектакля. Я стоял, у меня были слезы на глазах, и я думал о том, что... Я все время так говорю, но скажу, что все не зря. 22 октября Русдрам вновь отправится на гастроли в Иркутск, в знаменитый академический драматический театр имени Охлопкова со спектаклем «Солярис». Все билеты уже проданы. 1 октября в Москву на фестиваль «Соло», где Русдрам покажет моноспектакль «В лучах». 15-16 ноября в Санкт-Петербург искандеровцы поедут со спектаклем «Радость вопреки всему». Гастроли Русдрама не влекут расходов государственного бюджета, отметил гендиректор. На самом деле нас очень хотят видеть везде, и это раньше было, что мы просились куда-то, а сейчас мы не просимся, нас просят приехать. И готовы оплатить все наши расходы полностью. Вот сейчас мы летим в Иркутск, это колоссальные деньги. Вы представьте себе, декорацию туда отправить, людей туда отправить. Прекраснейшее место, но далеко очень. Все, полностью все расходы берет на себя фестиваль. То же самое театр «Мастерская», то же самое спектакль «В лучах», который едет сейчас в Москву. И все те гастроли, которые я перечислил, которые были до того. С 6 по 10 сентября на сцене Государственного русского театра драмы пройдут гастроли знаменитого Санкт-Петербургского театра «Мастерская» под руководством Григория Козлова. Тур состоится благодаря программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкульта Абхазии и Русдрама. Театр привез в Абхазию 5 спектаклей. 6 сентября на сцене Русского драмтеатра «Ромео и Джульетта» режиссера Григория Козлова. 7 сентября «Жены» в постановке Марии Романовой. 8 сентября «Варшавская мелодия» Леонида Зорина. 9 и 10 сентября будут показаны 2 известных спектакля для детей: «Волшебник изумрудного города» и «Винни-Пух». И все-все-все. Билеты на все гастрольные спектакли театра «Мастерская» уже в продаже на сайте Русдрама, в кассе театра и в офисах Амобайл по всей Абхазии. Это культовый театр Санкт-Петербурга. Это один из самых популярных театров, любимых зрителями не только в Санкт-Петербурге, но и в России, за пределами России. Например, театр «Мастерская», когда выезжает в Китай на гастроли, на их спектакли набиваются 3000-е залы. 3000-е. Они были, по-моему, месяц играли там спектакли. И каждый день вот такие аншлаги были. То есть это популярнейший театр, любимейший театр Санкт-Петербурга. 42-й театральный сезон был успешным и богатым на премьеры: «Софичка», «Алые паруса», «Красавец-мужчина», «В лучах», «Возвращение страны Оз», «Роман с кокаином». Впереди еще 3 премьеры. 26 сентября искандеровцы поставят спектакль «Евгений Онегин». Билеты уже в продаже. В декабре покажут пьесу по Тенниси Уильямсу «Стеклянный зверинец». 3-я премьера будет по комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские насмешницы» и состоится 14 февраля следующего года. Также перед закрытием 42-го театрального сезона в ноябре в Русдраме пройдет режиссерская лаборатория «Сандро», посвященная творчеству Фазиля Искандера. Гугу Савардания, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
«Белый корабль» – так называется выставка народного художника Абхазии, лауреата государственной премии имени Гулия Батала Джапуа, которая открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Выставка представляет Батала Джапуа как мастера акварели, автора жанровых и пейзажных композиций. По словам художника, для него это период, когда он увлеченно работает в технике акварели, раскрывая для себя ее безграничные возможности, богатство фактур, произвольность цветовых пятен, необычность цветовых соединений. Экспозиция представлена в 2 залах ЦВЗ. Выставка доступна до 3 сентября. Действительно, масштаб Батала как художника, он невероятный, потому что десятилетия непрерывного творчества в сценографии, в театре его прекрасные спектакли, в графике, в иллюстрации, в декоративно-прикладном искусстве, в медальерном искусстве. Батал как художник, его масштаб и зона его экспертной области, она невероятно высокая. И сегодняшняя выставка – это всего лишь, но очень важная его грань. Это те работы, над которыми он работал в последние годы. Серия графических работ и акварельная живопись. Как говорит сам Батал, акварельная живопись для него сегодня очень тонкая, изысканная интеллектуальная работа, которая в преддверии другого этапа, который его приведет к большим живописным полотнам. И, несомненно, то, что он сегодня делится этим со зрителями, со своими почитателями его таланта, несомненно, это очень подкупает, и выставка замечательная. И мне кажется, для молодых художников здесь столько много интересного. И этнографии, и истории, и фольклора, и мифов. Неисчерпаемый источник совершенно. В Сухуми стартовал международный юношеский турнир по вольной борьбе «Дружба народов». В нем принимают участие более 150 спортсменов из городов и районов Абхазии, Кабардино-Балкарской республики, Дагестана, Краснодарского края, Сочи, Адыгеи и Московской области. На торжественной церемонии открытия участников и гостей турнира приветствовали советник президента Абхазии Ахра Ашуба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараш Хагба, начальник управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума Эльза Хагба и главный судья турнира Алихан Карацев. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 24 августа, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Со второй половины дня местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 27-32. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.